Ну, это, конечно, музыка Баха. А сегодня применили разговаривать, восхищаться, переживать образы динамики. Он родился очень давно, в далекую, прекраснейшую эпоху. Здрасте. Она прекрасна искусством, она прекрасна красотой. В любую эпоху всегда происходят разные события, в том числе и драматические события. И мы всегда их переживаем. А потом случается радость. И вот эта далекая эпоха называется эпохой барокко в искусстве. Это красота, которая возникла сначала в архитектуре, а потом во всех других видах искусства. И вот творчество Иоганна Себастьяна Баха принадлежит к этой прекрасной эпохе, в которой я тоже живу, к моему счастью. Если в философии Платон, в литературе Шекспир, то в музыке это, конечно, Бах. Я говорю сейчас о значении творчества этого композитора, о его вкладе в искусство. Если вам не очень хорошо меня слышно, то я возьму этот предмет, который усилит звук. Надо. Меня впечатлило высказывание первого биографа Баха, это начало XIX века, Иоганн Фолькель написал следующие слова о нем. Это музыкант, это музыковед. И он писал так: этот человек – величайший музыкант-поэт и величайший музыкант-оратор, равного которому никогда не было, нет и, наверное, не будет. Этот человек был немцем. Гордись им, отчизна, но и будь его достойна. Писал в 1802 году Иоганн Фолькель. Он написал первое повествование о жизни и творчестве этого композитора, разговаривая с его сыновьями. Вот, сыновья Баха, они были композиторами и исполнителями, очень талантливыми людьми. При жизни они были более популярны, чем их отец, гениальный. Еще одно высказывание мне дорого показалось. Бах в воображении представляется не как человек, а дух, парящий над бренным и земным. Ну, очень возвышенное, искреннее, гуманное искусство. Я бесконечно люблю эту музыку. Это мой самый любимый композитор, Иоганн Себастьян Бах. Это композитор-мыслитель, музыка его интеллектуальна. Она очень глубока по содержанию, и поэтому я бы не сказала, что она является доступной музыкой. То есть приходится возвышаться в своем уровне культуры, музыкальности, вот чтобы можно было проникнуть в эту тайну, о чем писал Иоганн Себастьян Бах. Не всегда ведь доступная музыка вносит значимый вклад в искусство. Истинный художник ведь создает божественное и сверхчеловеческое. Вот этим обладает музыка Баха. Ну вот оваций он не искал. Ему не нужна была популярность. Он делал свое дело космическое. И вот про доступность, свое отношение высказал
поэт Шиллер. Мне тоже понравилось это. Раз уж не можешь творить так, что понравился всем, будь у немногих в чести. Нравится многим, прескверно, говорил Шиллер. Ну, мы немногие, кто любит Баха, и малая доступность этой музыки определяется тем, что она довольно абстрактна все-таки. Его произведения ведь очень часто не носят никаких программных, конкретных названий. Ну, например, у Грига есть пьеса, называемая «Птичка», или «Странник», или «Танец маленьких эльфов». И мы можем себе представить этот образ, и нам легче воспринимать такую музыку. А когда музыка называется партита, или соната, симфония, чикона, они все разные бывают по содержанию. И, к счастью, музыка Баха символична, и его некоторые мелодии, мы их называем темами, они обладают символами. В те времена люди знали эти символы, поэтому можно было понимать, о чем пишет Бах. В тайну проникновения этих символов, с этой тайной, нас знакомит музыковедческая мысль. Все-таки мы можем приоткрыть вот это тайное для нас и понять, о чем же партиты, чиконы, пассакали. Название мне очень нравится, они красиво звучат. То, что я вам сейчас сыграла, это было вступление к партите Баха до минор. И там было 3 звучания, которые являются по символу крестом. Крест – это крестные страдания. Вот трижды звучал этот крест. Значит, мы, если знаем эту мелодию, мы можем понять, о чем шла речь в этой музыке. А если не знаем, то мы можем только ориентироваться на ее образно-эмоциональное содержание. Ну, мы слышим драматическую насыщенность этой музыки. А с чем связан этот драматизм? Он, оказывается, связан с этим образом креста. Род Баха – это 5 поколений. 5. Представляете, сколько это столетий? 5 поколений. И все были музыкантами, эти люди. Вот такая великая династия. Из этой фамилии Бах вышли органисты, композиторы, скрипачи. Прообраз нашего инструмента, вот, который вы видите, назывался клавир. Ну, кое-где были клавесины. Это клавишные инструменты, они очень похожи на наш инструмент, они отличались по тембру, по звукоизвлечению, по механике. У них были разные тембры. Так вот, он был великим исполнителем на этом инструменте тоже. Первое образование он получил у отца. Отец был скрипачом, и он научил его играть на скрипке. Так что Бах владел еще и скрипичной игрой тоже. Но случилась в его судьбе такая травма. В 9 лет он потерял обоих родителей. Представляете, в 9 лет ребенок остался без матери и отца. И его воспитанием занялся его старший брат Иоганн Крестов. Это был органист. Человек строгий, педантичный, пунктуальный, очень аккуратный и суховат в общении. Однажды случился такой случай. Он продолжал образование, учить своего брата младшего Иоганна Себастьяна. И этому малышу, 10-летнему, нужно было играть интересную, красивую музыку. А он не слышал ее у брата. И эта музыка была спрятана в шкаф. И шкаф запирался. Представляете, он не давал ребенку доступа к этим нотам великой музыки. И вот по ночам тайно, при свете луны, полгода, 10 лет, Иоганн Себастьян переписывал эти ноты, чтобы иметь их у себя. Вот когда прошло полгода,
Иоганн Крестов застал его за этим занятием и абсолютно жестко, беспрекословно отобрал эти ноты. В результате в 15 лет, значит, они пожили вместе, я так предполагаю, 5-6 лет только. В 15 лет он ушел в самостоятельную жизнь зарабатывать. В детстве, в раннем, он пел в хоре, у него был прекрасный сопрано. А потом он начал зарабатывать уже играя. Я хочу вам сказать, что деятельность Иоганна Себастьяна Баха, уже взрослого человека, была колоссально многообразной. Он вот владел игрой, он исполнитель на разных инструментах. Причем он владел игрой в совершенстве, на нескольких инструментах. Как хватает одной жизни человек, чтобы научиться играть. Много на чем. Но это гений из гениев. И великий из великих. Я имею в виду композиторскую деятельность. Он был педагогом. Таким же великим и гениальным. Знаете, сколько вышло после его педагогической деятельности композиторов и исполнителей. Они были очень ведь известны в то время. То есть он прекрасно учил. А работал он долгие-долгие годы. По сути дела, всю свою жизнь он работал в храме. Это был глубоко верующий человек. И сочинял он музыку для храма. Но эта музыка теперь исполняется в концертах. То есть это была культовая музыка. И кто же исполнял эту музыку-то?